Ну и в завершении выпуска о необычном. Первый дальневосточный фестиваль копирования K-Pop Dance прошел в Хабаровске. Эта субкультура зародилась в Южной Корее 5 лет назад и стала одной из самых популярных в мире. Танцевальные номера являются, как уже было сказано, копированием выступлений южнокорейских подростковых звезд. Рассказывает наш корреспондент Стас Михайлов. Главная задача исполнителя кей-поп танцев – добиться максимальной схожести со своим кумиром. Танцор считается тем лучше, чем больше его танец похож на оригинал из клипа. Для этого он просматривается и повторяется сотни раз. Такой своеобразный плагиат поддерживают сами объекты подражания – корейские поп-звезды. Тут четкость. Там, получается, нужно воспроизвести движение точно так же, как и айдолы, корейские певцы. Там нужна синхронность, чувство того, кого ты танцуешь, с кем, чувствовать другого. Более 70 участниц из Хабаровска, Владивостока и Благовещенска собрались на первый дальневосточный фестиваль K-Pop Dance. Все участники в этом году женского пола. Девушкам нравится внешний вид южнокорейских кумиров и их раскованное поведение на сцене. А вот парней в кей-попе на Дальнем Востоке пока еще катастрофически не хватает. Не все еще понимают данное направление. Понимают, наверное, те, кто интересуется корейской культурой, на самом деле. Но я думаю, родители участников, во всяком случае, поддерживают их и понимают. Точность копирования, как один из основных критериев оценки на этом конкурсе, по мнению жюри, была выше у участниц из Владивостока. Стас Михайлов, НВК Саха, Хабаровск.